В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении Владимира Соловьева к Таджикистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что предлагает Соловьев ввести для таджиков в России. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Еще в 2016 году в одном из выпусков своего шоу Соловьев в течение всего выпуска призвал чиновников к тому, чтобы Россия срочно выдала российское гражданство, причем двойное, всем гражданам бывшего Советского Союза, включая таджиков, узбеков, азербайджанцев и так далее. На резонное замечание, что это ляжет тяжелым бременем, например, на российское здравоохранение, он заявил, раз Россия является правопреемником СССР, то она просто обязана выдать российские паспорта всем желающим, бывшим советским гражданам без различия национальности, в противном случае он приравнен к сегрегации. А уже в этом году Владимир Соловьев снова тепло отозвался о таджиках в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Темой выпуска были состоявшиеся на Украине президентские выборы и победа Владимира Зеленского. Говоря о предвыборных обещаниях украинских политиков, депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Келенкаров заявил, что на протяжении всего периода независимости кандидаты в президенты не выполняли свои предвыборные обещания. Я бы хотел напомнить, что Таджикистан пришел к той форме правления, какая существует сейчас, после страшной кровавой гражданской войны. Это было совсем недавно, это было страшно, сказал он. Вот те ужасы, которые были во время гражданской войны в Таджикистане, и тот ужас, который пережил братский нам, любимый наш таджикский народ, который жил в составе Советского Союза, как и киргизы, как и казахи. Я отношусь к ним с большой любовью. Я помню с благодарностью, как они принимали во время Великой Отечественной войны семьи русских, украинцев, белорусов. Мы им должны. Вы согласитесь с журналистом? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Не случайно каждый раз, когда не понимая особенности страны и людей, пытаются навязать несвойственную форму правления. Все заканчивается приходом страшных радикалов, когда те ужасы, которые были во время гражданской войны, пережил братский наш любимый наш народ, живущий в составе Советского Союза. Я отношусь к ним с большой любовью. Я напомню с благодарностью, как они во время Великой Отечественной войны принимали семьи русских, украинцев, белорусов. Мы им должны, они прошли через это по нашей вине, потому что предатели в Беловежской пуще распустили страну, даже не спросили эти республики и не оставили им никакого шанса на мирный выход из этой ситуации, подчеркнул Соловьев. Кроме того, мирное советское население, женщины и дети нашли в гостеприимном и теплом Таджикистане спасение от войны, крышу над головой и пищу. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.